Ваставаллах Агам Терендино. Уважаемые сограждане, вчера в республиканских газетах Якутия и Саха-Сера опубликована моя статья в связи с предстоящим юбилеем, 25-летием принятия Декларации о государственном суверенитете нашей республики. Уже прошло 25 лет. Мы живем и творим новой Якутии. Были взлеты, были падения, но общее развитие, вектор развития избран правильным. В 1989 году, в декабре, когда меня избирали председателем Президиума Верховного Совета нашей республики, а в последующем, в 1990 году, председателем Верховного Совета, перед собой я поставил 3 взаимосвязанных задачи. Первое – это повышение политического статуса республики. Второе – республика должна иметь свою собственность, на основе которой должна идти развитие экономической политики. И третье – на основе принятых мер должна повышаться уровень жизни наших людей в Крайнем Севере. Выступая в первом съезде в 1990 году депутатов Российской Федерации, я эту идею, аргументируя многочисленными статданными, поставил и говорил, что мы добровольно от статуса автономии отказываемся и принимаем на себя всю полноту ответственности в экономическом развитии. Да, для этого были все предпосылки. Республика накопила большой экономический, интеллектуальный потенциал, на основе которого мы могли бы развивать нашу экономику, переходя от сырьевого придатка союзных и российских министерств и ведомств. Но это была декларация действительно. Надо было пробить, ставить, убеждать. В течение 90-го года мы со своими коллегами, единомышленниками ставили и разрабатывали Декларацию о государственном суверенитете, где вложили наши задумки, наше видение, вектор своего развития на 21 век. Я думаю, во многих аспектах мы выбрали правильный вектор развития. И сегодня, спустя 25 лет, мы убеждаемся, что многие наши намерения, планы реализованы. Республика стала полноправным. На территории владеет, распоряжается всеми возможностями, экономическим потенциалом. Это в то время, потому что, согласно разграничению собственности, подписано руководством Российской Федерации и нами, руководством республики, все основные промышленные предприятия, добывающие горно-обогатительные комбинаты, транспорт, связь и так далее, они перешли в собственность республики. Это действительно был большой прорыв, ранее невиданный прорыв, и на основе которого действительно мы, пожилые люди, якутяне, которые были свидетелями этого времени, подтвердят, мы более-менее шоковую терапию, объявленную Россией, перешли более-менее, сохраняя тот экономический потенциал, который у нас был создан в годы советской власти. Конечно, по-разному можно подойти к этому шагу, но смысл был такой, что именно на основе этого мы должны создавать благополучие и качество жизни и обеспечить движение вперед.
На мой взгляд, это не какой-то эгоизм, а продиктованная жизнью, поскольку страна меняла свой общественный строй, плановая экономика уходила в прошлое, и мы практически были предоставлены сами себе. Наши возможности оправданы были именно трудом жителей нашей республики. Именно это время люди творчески подходили, несмотря на то, что люди месяцами, в некоторых местах годами, в некоторых отраслях не получая заработную плату, и при том мизерную заработную плату, очень преданно работали, потому что они знали, что работают для себя, для развития своей республики. Я должен сказать, именно в эти годы центром внимания республики было вопросы здравоохранения, вопросы образования. Республика выстрадала и приняла доктрину здорового образа жизни. Республика возрождалась духовность, духовная культура, традиция народа. Все эти направления работы сегодня в российском масштабе. Великолепная игра, спортивная игра «Дети Азии». Я горжусь, что моя республика, ее первый президент стали основателями этого международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня принято в ряду с Олимпийскими играми. Это большое достижение. Именно в эти тяжелые годы народ понимал, надо трудиться, именно трудом, именно своим умом создавать свое благополучие. Сегодня, канун празднования, я пожелал бы, особенно обращаюсь к молодым ребятам, родившиеся 25 лет тому назад, жившие годы именно экономических реформ, обучавшиеся в школах, трудные годы реформ. И сегодня уже студенты, окончившиеся вузы, в ваших руках судьба республики. Трудитесь, не покладая рук. Наша республика – культ труда, культ матери, культ природы. Они должны стать именно символами. Именно они должны показать, что из себя представляет республика. Не случайно, когда в 90-х годах спрашивали в центре, чем мы в далекой Якутии занимаемся, я однозначно говорил, мы учимся. В то время действительно образование было поднято на новую ступень. Открывались высшие учебные заведения. Это в республике. В сельской местности пришло высшее образование. И сегодня не случайно мы занимаем довольно высокий уровень по образованию, образовательный индексу, довольно высокое место в Российской Федерации. Наше движение «Здоровый образ жизни», как я сказал, наряду активной спортивной долголетия, все больше и больше привлекает внимание наших коллег, других субъектов. И вся Россия сегодня становится спортивной. Не случайно проводится специальная форум, один из которых был проведен в городе Якутске, «Россия спортивная». Это то маленькое движение, тот маленький ручеек, который было заложено, рождено в нашей республике, дают такие плоды. Поэтому, обращаясь к молодежи, я сегодня должен сказать, как старший товарищ, в ваших руках республика. Какими вы стали, как вы будете трудиться, таким и будет наша республика первой четверти 21 века. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни.